Дорогие друзья, в эфире программа «Подворье». Вот и наступила чудесная пора сбора урожаев. На каждом дачном участке кипит работа. Убирают картофель. Овощи уже все убраны, законсервированы. И, в общем-то, именно сейчас наступила пора обратить пристальное внимание на плодовые деревья, на кустарники. Как же за ними ухаживать? И сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить про малину. Малина известна с Древней Греции и Древнего Рима. В нашу страну, в Россию, она пришла в 17 веке. И вот сейчас малина произрастает на почти каждом втором дачном участке у нас, у якутян. А сегодня об особенностях малины, как ее садить, как ее обрезать, как поливать, как ухаживать за этим растением, мы поговорим с научным сотрудником ботанического сада Ириной Трофимовой. Ирина, здравствуйте! Добрый день, Юлия. Очень рада вас приветствовать у нас в ботаническом саду. Ирина, мы знаем, что вообще малина бывает садовая и бывает дикая. А дикая, конечно, она вкуснее, ароматнее, она какая-то помельче, наверное, да? Не всегда. Получается, садовая малина, она какая? Она специально, этот сорт специально выведен. То есть селекционеры работают годами над созданием чего-то удобнее, лучше, вкуснее, не знаю, по вкусовым качествам, вообще, чтобы плоды не падали и так далее. То есть они все эти функции собирают в одно, и получаются такие довольно удобные вещи. То есть не всегда дикая малина вкуснее, чем садовая. Произрастает у нас в России несколько сортов. Малина бывает и красная, бывает она и черная, бывает и желтая. А вот у нас в Якутии какой наиболее распространенный сорт малины? Насчет названий сортов, в принципе, это не столь важно название, но важно, чтобы она была зимостойкая. То есть мы живем в таких условиях, где сложно растениям расти. И вся эта садовая малина, она в основном пригибается к зиме. Сегодня, дальше мы это уже рассмотрим тоже, но по поводу названий сортов, красные обычно зимостойкие сорта. В принципе, таких ярко выделяющихся нет таких. В принципе, да, вообще каждый из нас знает и видел эту малину. Она такая красненькая, немножко с волосиками такая, да, и очень сладкая ягода. И каждая хозяйка, она из этой малины делает, совершенно какие-то невероятные вещи. Это и варенье, это и мармелады, это кисели, это даже наливки и даже вина. И даже некоторые варят квас. Точно. Или как, ставят квас. Наверное, ставят все-таки. А вы какое блюдо предпочитаете из малины? Я люблю свежую малину. То есть я работаю, нам повезло, что мы работаем в саду, и у меня постоянный доступ к этой малине. То есть я хожу, дергаю эти ягоды и все. Лакомитесь. Да. Мне нравится именно такая свежая малина, только чтобы с куста была, потому что немножко она полежит, и все равно кислинка какая-то добавляется. А так вкусно. Наверное, перчик очень вкусный, да, с малиной? Разумеется, я все. Не пробовала, с малиной вкусно все. Потому что она ягода сладкая, в общем, ароматная. Мне и она очень нравится. Полезная. Точно. Давайте поговорим теперь по поводу посадки. Да, по поводу посадки. Я смотрю, у вас здесь, на этом, покажите, пожалуйста, кустов здесь, каждый куст произрастает отдельно и на достаточно таком приличном расстоянии. Почему так? Это правильно или? Вообще люди, для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы можно было ухаживать за ней и можно было подходить к ней, то есть со всех сторон, чтобы был доступ к кусту, чтобы собирать ягодки, чтобы кушать их, чтобы вообще ухаживать за растением. А вообще люди иногда сажают такие траншейки, получается. Так можно будет подойти и слева, и справа, и, в общем, ходить. Какое расстояние нужно между кустарниками? Допустим, на дачном участке 6 соток. Посадить можно в траншеечку просто, ком в ком, допустим. Вообще нужно не допускать именно загустения кустов. То есть эти большие зеленые заросли красивые не говорят о большом количестве урожая. То есть ежегодно мы должны оставлять на кусте только 2-3 самых сильных побега. То есть это
Ага. Вот этот побег, он побег этого года. То есть он начал За год расти. вымахал? Да. А Точно. каким он был в начале года? В начале в года прошлом он был в земле, то есть его не А. видно было. Получается, вот это побег второго года, который, Мгм. собственно, и дает ягодки. Вот, То есть на второй год уже плодоносит Мгм. малина? То есть в следующем году у нас будет плодоносить вот эта ветка, вот это и так далее. А вот эти все старые ветки мы просто возьмем и отрежем. Давайте отрежем. Можно использовать обычный секатор. Он должен быть острый, должен хорошо резать. Тут можно поближе навести камеру и увидеть, получается, разницу между побегами второго года, вот этот такой одревеснелый старый побег, и побег, то есть тот, который мы должны оставить свеженький такой. Берем и как можно ниже к земле, не оставляя пеньков, прошлогодний побег мы просто отрезаем. И все, его, то есть, Вот. уже не садить, ничего, Да, вот да, просто уже выбрасывать. Плюс, получается, на этом кустике у нас остается два таких мощных побега, да? И у малины, как мы видим, плодоносит, то есть малина плодоносит сверху донизу. И на самой макушке обычно всегда плоды маленькие, меленькие, и урожайности меньше. Для того, чтобы как-то увеличить урожайность, мы должны с этой части урожайность опустить в среднюю часть, где ягода крупная. Поэтому 1/3 от куста мы просто берем и отрезаем. О, мы даже не знали Мгм. про это. И- Оказывается, так. С этим побегом мы проворачиваем то же самое. Хоп. И на следующий год он такой симпатичный стал, такой Мгм. вот. На следующий год вот эти два побега дадут нам больше урожая, нежели если бы мы оставили, допустим, на кусте вот эту старую ветку плюс вот эти вот заросли. И иногда еще вырастают не только два новых побега, могут быть такие маленькие и слабые побеги. То есть их тоже без раздумий просто берем и удаляем. Так, давайте поищем здесь. Вот здесь вот для сравнения. Вот хороший побег, сильный, Ну, мощный. видно, прям он такой, даже листва такая Мгм. яркая, Вот зеленая. Вот этот побег, он нам не нужен. В принципе, он как бы довольно средний, обычно бывает мельче, но я для того, чтобы дать силу больше этому побегу, этот побег тоже уберу. То есть вот то, что вот желтые такие листья, это говорит о том, что он уже плохо питается и Вот уже эти? плохо растет. Да, вот этот вот, уже Это какой-то. просто побег второго года. Только что я оператору показывала, чем они отличаются друг от Ага. дружки. Даже Вот по видите, одревеснелый сам по себе побег, плюс вот эти жухлые листочки. И даже по видно, цвету, да, вот этот вот, смотрите, какой Да. он бордовенький, да, Да, ствол, да. а здесь он... что молодой, свежий. А вот этот, он нам не нужен. Просто берем его тоже, хоп, и отчекрыживаем. Жалко. Не жалко, наоборот, это вклад в будущее, грубо говоря. Если будем жалеть, то у нас здесь останутся одни заросли огромные, а Урожая будет мало. собственно, не будет совсем даже. То есть, может быть, для приготовления компота и хватит, потому что на компот обычно берут 1,5 стакана на 3-литровую банку ягод. А вот уже сварить варенье, какой-то мармелад приготовить, там что-то еще, уже этого не хватит, да? Мгм. Конечно. И удовольствия будет очень мало. Так, далее, чем отличается малина от других наших кустарников? У нас здесь на участке растет порядка 150 видов древесных растений. И 40 видов примерно плюс-минус это виды местные. Березы и так далее, да, много местных видов. Плюс есть сортовые вещи. Вот, например, малина, жимолость и крыжовник. Малина же, она нуждается в не то что укрытии, а просто в пригибании к земле для того, чтобы сам куст зимовал под слоем снега, для того, чтобы не замерзнуть. Вот. И эта процедура проделывается где-то в конце сентября, начале октября, когда земля уже начнет подмерзать, когда мы уже произвели влагозарядковый полив, тоже расскажу о нем чуть позже. И вот просто берется побег и придавливается. Дощечкой придавливается, Мгм. и все. И можно даже не дощечкой, а какими-то любыми подручными средствами, или же для того, чтобы сохранить какую-то эстетику сада, можно использовать такие шпилечки бывают. Или можно самим да, они сделать, чтобы... продаются в магазинах Да. соответствующих. Вот. По поводу влагозарядкового полива. Для того, чтобы растение хорошо перезимовало, необходимо, чтобы в зиму растение уходило с запасом влаги. Вот.
И обычно производится он, опять же, в конце сентября, в начале октября, но это зависит от региона, это у нас в Якутии примерно в это время. А, например, вы или зрители могут ориентироваться на опадание листвы. То есть листочки упали, производим большой полив, то есть под одно растение 30-40 литров воды. Это делается для того, чтобы вот как раз-таки был запас влаги, плюс еще этот запас используется растением весной тоже, потому что весной очень быстро почва пересыхает и, собственно, корешки засушиваются, и из-за этого погибает растение. И плюс осенью тоже получается. У нас такой регион, как сказать, засушливый. 200-250 миллилитров влаги только выпадает за год, получается. Это как в Казахстане или в какой-то другой степи, в общем, такие условия. И для того, чтобы вот эти вот корешки не пересохли, производится такой полив. Весной можно такой полив сделать, если осенью забыли? Так, нет, мы же говорим о зимовке, о том, что этот полив делается для того, чтобы растение хорошо перезимовало. А далее весной, с конца мая, уже после того, как сошел снег, понятно, что на Вилюйском тракте это будет позже, на Покровском раньше, мы уже начинаем полив. Поливаем мы растения 3 раза в неделю. Это плюс-минус, да, получается, тоже от погоды зависит, от солнышка и так далее. И поливаем растения тоже по 10-20 литров одно растение. То есть в среднем это 3 раза в неделю, 10-20 литров под одно растение. Поливаются растения до середины августа, потому что то есть в августе мы должны прекратить полив в середине. Плюс-минус это опять же не обязательно 15 число, а такой период, когда растения уже... то есть они должны понимать, что скоро наступит зима, и должны пора начать... закругляться. Да. Готовиться к спячке. Точно. И потом получается у нас опять круговое. Опять мы дожидаемся сентября, конца сентября. Делаем мощный полив. И потом далее у нас растение уходит в зиму. Вот и все. Как подкармливаем каждый куст? Так, если мы говорим о растениях, которые мы посадили только что, то есть в этом сезоне, в осенний период, август-сентябрь, мы приобрели саженец, посадили его. При посадке мы обычно рекомендуем использовать где-то 2 ведра воды и, собственно, получается, ждем. Смотрим, если нет дождя, как погода до этого стояла, мы поливаем растение. То есть наша задача, чтобы вот этот саженец вместе с комом, то есть ком земли обычно укутывается в пакетик, и вот эта вот часть, она обычно 20 где-то сантиметров примерно, чтобы эта часть не просыхала. То есть там есть корешки, и они не должны засыхать ни в коем случае. Вот, если осень, она такая засушливая, солнечная, то нужно поливать. Если же дождливая, пасмурная, то поливать не нужно. То есть мы всегда ориентируемся на погоду, потому что просто такого одного рецепта в принципе не существует. Так, чтобы сказать, там, вот, поливайте там, от сель до сель. И, примерно вот мы ориентируемся всегда на это. А если это растения, которые уже... Ой, мы же говорили про подкормку. Да. Вот мы посадили, и при посадке обычно добавляют перегной, и там, если есть суперфосфат или что-то такое, в общем. Этого достаточно на первый год. То есть подкормку мы всегда рекомендуем начинать со 2-го года после посадки, из-за того, что если в составе подкормки будет азот, тогда начнется быстрый рост зеленой массы, а корешки у нас еще не сформированы. То есть мы в первую очередь, в первый год после посадки именно нацелены на образование корешков. То есть мы можем использовать стимуляторы роста корней, такие как корневин, эпин, их довольно много в магазинах, и, собственно, достаточно только полива и этих стимуляторов. А на 2-й год после посадки уже можно использовать удобрения. Обычно фосфорно-калийные удобрения используются осенью, а азотные весной. Но сейчас удобрения все комплексные, по-моему. И там, собственно, на упаковке всегда написано, что нужно делать и когда. Зависит ли подкормка от того, в какую почву мы сажаем саженец? То есть почва может быть очень соленой, там, где, допустим, произрастает очень много хвойных таких вот, кислая почва из-за лиственницы, из-за сосны. Да. Вот в этом случае. Но, в общем, изначально
широколиственные растения, не только малина, а все остальные тоже, там яблони, черемуха и так далее, они больше любят нейтральную почву. То есть, но у нас, допустим, представим, что у нас участок на Сергеляхском шоссе, там сосны, мы знаем, да, и там участок песчаный, то есть почва песчаная больше. Поэтому, когда мы сажаем растения, в эту почву мы добавляем больше перегноя, потому что в песке у нас нету питательных элементов, получается. Это просто песок, который мокнет и быстренько сохнет, без какой-то, грубо говоря, еды для растений. И поэтому мы добавляем больше перегноя. Если же этот участок у нас такой глинистый, с тяжелой такой почвой, для того, чтобы облегчить именно вот эту вот структуру почвы, мы добавляем туда и песок, и перегной. Вот. И обычно соотношение классическое, допустим, если эта почва средняя такая, не глина, не песок, то мы добавляем 3 части земли с участка, 1 часть песка и 1 часть перегноя. И получается, и тут опять же мы не можем точно вот прям сказать, добавьте столько того-то и того-то, потому что всегда ситуации и очень изначально, конечно, у каждого на участке. Да. Если это очень такой засоленный участок, или же если совсем какой-то скудный, то просто делается лунка побольше. Изначально стандартная лунка это 40-50 сантиметров в диаметре, а если вот такая сложный участок такой, то лунка делается больше, и туда больше вот этих перегноя, черной земли и так Ирина, далее. скажите, а на какую глубину нужно сажать? И вот эти вот корни у малины, они уходят как вглубь там куда-то, во глубину сибирских руд, или же в ширину? Тут у нас получается тоже такая ситуация. Малина, она очень вкусная и так далее, но она очень сильно заполоняет и засоряет участок. Поэтому... Недаром говорят про нее, что она агрессор. Да, она, если посадить ее рядом с огородом, там картофельное поле, либо же теплица какая-то, она проникает просто в любые... не знаю, щели, можно ли такое слово, везде, в общем, она может быть. Поэтому у нее корень идет по поверхности. Корневыми отпрысками. Корень просто находит себе путь. Обычно рекомендуем вкапывать экран, например, из, как называется, профлист, вот этот материал, на глубину 1,5 метра. Это, конечно же, сдерживает первые годы ее, но она все равно найдет когда-то путь к каким-то лучшим условиям. То есть, если рядышком картофельное поле, то нужно озаботиться, охранить свое картофельное поле вот от этого агрессора. Малина, она агрессор. Да, она очень быстро размножается. Получается, если не контролировать этот рост, то вот здесь вот, если бы мы не контролировали, уже полностью все было бы заполнено этой малиной. И это не есть хорошо. То есть, опять же, мы не смогли бы подходить к ней, не смогли бы там, не знаю, собрать ягоды. Если все это очень густо растет, то если нет воздуха, проходящего через куст, то тоже урожайность совсем маленькая становится. И смысла выращивания малины практически он сходится к нулю, этот смысл. А как вот происходит завязи? Ну, это самоопыляемое или как-то вот кто-то ее там опыляет? Насекомые, насекомые. Ветер, вот все как обычно. Скажите, вот мы оставили здесь 2 таких, кустик, состоящий из 2 веточек. А какой урожай вот с этих 2 веточек можно собрать? Я не скажу точное количество, но урожай будет большой. Ну, грубо говоря. Килограмм, может быть. Не скажу точно, не буду врать, не скажу точно. Будем думать, потому что тут у нас было несколько сортов, и они как-то перепутались из-за того, что вот они, получается, размножаются этими корневыми отпрысками. Один из этих сортов, по-моему, давал такую очень большую урожайность, а другой был чуть поменьше, но ягода была слаще, поэтому я не хочу врать. Здесь мы будем его прорежать, и на каждом кусте мы должны оставить, сколько, 2-3 побега, да? Да, может 4. Такие максимум 4. Выбираем самые мощные. Получается, в первую очередь мы убираем прошлогодние побеги. Смотрим, опять же, кора такая, уже ягодки были на ней, и просто хоп. Старенькие, получается. Старенькие, да, они визуально сразу, их очень легко различить.
Вот. А потом, когда подрастут малыши, вот эти тоже через какое-то время будете обрезать, да? В следующем году они уже будут давать ягодки, и следующей осенью они уходят. Малыши И вот эти. появляются малыши. Да. То есть, получается, восполняемость вот этого куста, она просто вот, ну, скажем, такая очень быстрая, да? Мгм. Ну, как воспроизводство. Ежегодно появляется довольно много новых Очень побегов. оперативно. Конечно. И Малина если вы размножается. захотите заниматься плодовым садоводством, то в принципе это довольно быстро. Хотя иногда кажется, что вот кустарники, деревья, это долго, это муторно. Ага. На самом деле Требует очень много сил, энергии. Ну вот, Ну, как мы поняли, насчет что- силы и энергии, это, конечно, верно. Ну да, полить это сколько? 40, как вы сказали, 40 литров? 40 литров – это вот осенний полив. Осенью. Благозарядковый. А между тем нужно все лето до середины августа поливать 3 раза в неделю, плюс полоть сорняки По постоянно. 15 литров, да, на Мгм. каждый куст. Да. Вот смотрите, вот 15 этот побег. литров, мы это тоже- сколько получается? 1,5 ведра, да, грубо Мгм, говоря? мгм. Вот, но если лето сухое, засушливое, как было, то можно и каждый день их заливать, так что тут уже смотрите. Так, сейчас мы выбираем. Получается, вот здесь вот мы смотрим такие. Вот этот маленький, мы его сразу без раздумий убираем. Вот у нас тут тоже лишнее. Так, раз, два, три, 4. Ну вот, в принципе, вот этого достаточно. Плюс не забываем убирать длину. И ягодки будут расти прям с самого низа. Ну да, с середины где-то. Не прям с корешков, а вот чуть выше. Вот. А самая урожайная часть у растения, средняя часть, вот здесь вот самые крупные плоды, а верхняя нам не И нужна. самые вкусные. Мгм. То есть средняя высота вот этого деревца, ну как бы Мгм. растения, не Мгм. деревце, это кустарник, да? Мгм. Где-то сантиметров, ну как прикинуть, Ну вообще, 70, да? иногда бывает вот человеческий рост малина, так что вот это еще не самые высокие. Вот бывает. Потом только Ну, отрезается, то есть нужно остается. обязательно отрезать, и примерно вот где-то 1,5 метра от земли вот такого ростика должен Мгм. быть куст. Ну, где-то 1/3. Лучше ориентироваться на вот 1/3 от растения. Мгм. То есть не на просто цифры, а вот на рост, как сказать, на высоту самого куста. А сколько, допустим, вот начинающему садоводу вы посоветуете взять саженцев, ну, чтобы начать, скажем так, выращивать малины? Один саженец, 2? Зависит от количества детей, наверное, не знаю. 3, 1, 2. Ну, это уже сугубо то количество, которое может быть. Если Ну, от целей зависит. Если и я от хочу... возможности, да, наверное? Конечно. Есть ли вода на участке? Да. Как далеко эта Да, вода? И да. возможно ли поливать? А Конечно, иначе, если конечно. много посадить, Зря. Будет все зря. И лучше ухаживать, ну, то есть за компактным садом, нежели пытаться вот увидеть, засадить все. ага, быстренько все посадить, потому что не зависит количество урожая от именно желания вот просто взять и посадить. Потому что после посадки всегда нужен уход. И, не знаю, большая часть успеха этого садоводства зависит именно от ухода, а не от правильной посадки. Ну, от посадки, конечно, тоже, но если ухода не будет, то совсем выйдут усилия такие зря потраченные. Скажите, пожалуйста, вот здесь вот растет трава, нужно ее как, руками выдергивать или плугом как-то? Сорной растительности Косой, вернее. быть не должно. На самом деле здесь такой не самый образцовый участок, но поскольку пырей, все знают садоводы, это очень такая вещь, которая затормаживает именно рост растения. И, собственно, здесь должно быть чистенько. С ним должна быть борьба. Нужно пропалывать, да. Здесь не должно быть так. Если бы не было пырья, то урожая у нас было бы больше. Собираете урожай, вы что с этой ягодой делаете? Мы собираем, чтобы съесть. Ну, вы его едите, Да, а вот ваши да. коллеги? Тоже.
тоже. Понятно. То есть консервацией какой-то вы не занимаетесь? Ну, иногда занимаемся. Получается, мы же по субботам проводим праздники в саду, и мы угощаем наших гостей либо же чаем, либо же в тот раз мы делали перетертое, ну, как бы варенье, так сказать. С сахаром. С сахаром, да. И ну, не только нам. Ну, если у нас бывает возможность, мы, конечно же, делимся с гостями. А так, такого массового производства у нас нет. И у нас вот небольшой участочек, так, чтобы, ну, чтобы было, в общем. Ирина, скажите, а вот как ухаживать, если растение заболело? И какие болезни присущи, ну, скажем так, вот малине? Чем она заболевает? Тут, в общем, насчет болезней. К болезням сортовые малины довольно-таки устойчивы. То есть мучнистая роса и так далее, оно, в принципе, может и не быть. А вот насекомые, например, тля, которая разносится муравьями, и которая обычно, если есть сорная растительность, то тля бывает обязательно, она будет. Поэтому боремся мы с ней либо же просто механическим путем, то есть удаляя пораженные листочки, либо же, конечно, приходится прибегать к химическим каким-то препаратам, потому что но ягоду уже мы с этого куста не собираем. То есть, конечно, химия, вот это вот, ну, как сказать, она, не самая конечно, полезная да, вещь. иначе она попадет на стол. Да, и надо это делать до завязывания плодов, то есть до цветения. То есть где-то вот в начале лета. Да. А цвести когда начнет малина? Где-то в июне месяце. В июне, то есть до июня нужно произвести вот эти все профилактические мероприятия, чтобы тли не было. Да. А что порекомендуете? Именно по названиям вы хотите? Ну, это, я не считаю, что это... У каждого свои какие-то предпочтения. В принципе, сейчас дефицита в этом нету, довольно много всяких препаратов, так что... То есть в магазине можно получить вот любую такую консультацию. Народными средствами каким-то образом, допустим, полить уксусом, там какой-то, еще какой-то там жидкостью, там содой, мылом хозяйственным. Ну, конечно, если это народные средства, то оно имеет место быть, скорее всего, потому что не просто так. Но лично я, например, я не делала этого никогда, не пользовалась такими методами. Но раз делают, то, скорее всего... Многие используют, ну, просто-напросто, допустим, навоз конский, или там птичий помет, или коровий навоз, или же еще золу посыпают. Зола вообще это такая вещь, и с ней переборщить невозможно. Ну, то есть она совсем безвредная. По поводу навоза, то птичий помет, он токсичнее всего. Поэтому с ним надо быть осторожным. Конечно, да и с другими тоже, по идее. Если мы как подкормка используем навоз, то обычно мы выкладываем его рядом с кустом, но не близко к самому растению, то есть вокруг вот в такой какая-то сантиметров 10 расстояние остается, потому что свежий навоз может сжечь корешки. Так просто разбрасывается, и с поливочной водой питательные элементы вмываются в грунт. Да, но это азот в основном же, да? Ну, не только в перегное, вообще есть все 3 макроэлемента: азот, фосфор, калий и множество микроэлементов. Вот. То есть в любом навозе или только в коровьем? В любом. Только там, получается, соотношения немножко разные, но в принципе в любом. А по поводу комплексных каких-то минеральных удобрений, тут уже вопрос, потому что вообще в Якутии почвы довольно скудные, но лучше, как сказать, сделать анализ, посмотреть, сколько чего в почве у нас, и уже, придерживаясь норм внесения, уже пользоваться минеральными удобрениями. Ну, то есть, дорогие друзья, мы живем не в 17 веке и даже не в 19, а в 21, да? В любом магазине, ну, там, который реализует ту или иную продукцию для дачников, для огородников, есть такие тесты, ну, наподобие как тесты для беременности, да, то есть я сама так удивилась, но вот такие тесты есть, то есть можно их взять и спокойно... Это вы, скорее всего, говорите про кислотность почвы. А еще какие-то тесты есть, другие? Ну, вообще состав почвы, это делается в лабораторных условиях. Это и, совсем другое. Да, это немножко другие вещи. А вот эта вот кислотность, она измеряется для того, чтобы, ну, в основном, обычно, ну, как бы, когда хотят посадить хвойные растения должны сидеть в кислых условиях. Вот тогда используются вот эти вот бумажечки, потому что у нас обычно либо там нейтральное, либо щелочное все.
Ну Вот. то есть получается, допустим, вот кто-то купил участок недавно и решил заняться вот посадкой там малины, смородины, наряду там с другими культурами. То есть в первую очередь он должен озаботиться, каков же состав этой почвы. То есть нужно собрать почву и пойти Отнести. на анализ, а куда? К агрохимикам на Каландаршвили 3 у них есть, там есть такая услуга. Это в Они делают- Якутске? Да. А если, допустим, я проживаю в каком-то маленьком наследии, где-то... Ну, можно Далеко списаться от с ними Якутска. наверняка и как-то выйти из положения. Но вообще обычно будем откровенны, да, никто, как большинство жителей не прибегает к таким методам. Но просто посмотреть, если растения растут у вас на участке, на новом участке, деревья, травы и так далее, то это хорошо. Если же это такой, например, вон в той стороне уголочек белесый такой налет на почве и ничего не растет, это уже засоленная почва. Вообще в окрестностях Якутска довольно много, то есть все почвы практически они засолены. Тут уже нужно будет что-то сделать, либо же какой-то водоотвод придумать, либо же как-то засыпать почву. В общем, что-то... То есть структуру почвы какие-то- нужно улучшать. Конечно. То есть ее приближать к нейтральной. да. Да? То есть к Да, этому да. надо стремиться. Да. Мгм. И вот индикатор это всегда растущие растения на участке. Если растения растут, это уже хорошо. Например, когда покупают перегной, тоже я всегда советую, перегной никогда не должен быть свежий. То есть тот, который мы помещаем в лунку, он должен быть обязательно перепревший, то есть 3-5-летний, да. И вот когда вот они же в грузовичках торгуют этим перегноем, и если есть такое немножечко трава такая, как сорнячки, начинают расти, значит токсичность навоза уже спала, получается, и его можно смело покупать и смело помещать в лунки. Ну, Вот. спасибо вам большое. Мгм. Дорогие друзья, вот сегодня мы в рамках нашей программы сегодняшней, программа наша называется «Подворье», мы говорили о посадках малины, как ухаживать за малиной, какая малина у нас растет, какая почва нужна, каков требуется полив. И обо всем этом нам рассказал научный сотрудник ботанического сада Северо-Восточного федерального университета Ирина Трофимова. Большое вам огромное спасибо, Ирина. И вам спасибо. Мне было очень приятно с вами поболтать. И, в общем, будем ждать вас Поделиться снова. Да, полезными конечно, советами. Конечно. Bum 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 bum